Муки выбора. Почему Таджикистан не спешит вступить в ЕАЭС? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что изменится в жизни таджиков после вступления в ЕАЭС. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. С обеих сторон была отмечена важная роль, которую играет 201-я российская военная база в поддержании мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. На фоне переговоров Узбекистана и ЕАЭС о вступлении в торговый союз Таджикистан продолжает хранить молчание. Причин тому сразу несколько: и опасения за свой экономический суверенитет, и оглядка на западных партнеров, и простая осмотрительность. Однако промедление в вопросе интеграции не приносит стране никаких дивидендов, а в будущем может лишить и возможных выгод, считают эксперты. Как вы думаете, стоит ли Таджикистану вступать в ЕАЭС? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. По мнению доктора экономических наук Хаджа Махмада Умарова, власти очень долго взвешивают все за и против, высчитывая свою выгоду. Что касается выгод, то главные из них – это устранение таможенных барьеров для таджикских производителей на евразийском рынке, а также разрешение таджикским гражданам работать в России без получения патентов. Снятие барьеров особенно актуально для деханских хозяйств, которые хотели бы выйти на российский рынок, но из-за многочисленных таможенных проволочек с сертификацией и фитосанитарным контролем просто не успевают довести свой товар до прилавка. Не бывает пустых прилавках, где сейчас сезон сладкой хурмы, гранатов и яблок. Уйти без покупок невозможно. Российские туристы в тройке самых частых гостей в этой республике. Куда более значимый вопрос – это послабление миграционного режима и отмена патентов. И вот этого решения уже много лет с нетерпением ждут десятки тысяч таджикистанцев, регулярно отбывающих в РФ на заработки. Успешно продвигается российско-таджикское сотрудничество в энергетике. Россия почти полностью покрывает потребности экономики Таджикистана в нефтепродуктах. После вступления в ЕАЭС условия для таджикских мигрантов будут намного лучше, что позволит увеличить объем переводов до миллиарда долларов, а деньги мигрантов напрямую идут на индустриализацию и развитие реального сектора экономики. Вот и объективная выгода, пояснил Умаров. По его мнению, среди минусов, которые рассматривает официальный Душанбе, это потеря благосклонности стран Запада. Мол, из-за членства в Евразийском союзе от нас могут отвернуться наши европейские и американские партнеры, и объем финансирования с их стороны может снизиться. Вариант довольно сомнительный, так как ни Казахстану, ни Кыргызстану, ни Армении вступление в торговый союз не помешало сохранить дружеские отношения и с Европой, и с США. Есть еще один момент, который, вероятно, тоже беспокоит власти Таджикистана. Это принятие общих для ЕАЭС правил торговли и отказ от политики протекционизма. Конечно, придется поделиться какой-то долей экономического суверенитета, без этого никак. Но и Россия с Казахстаном, крупнейшие члены ЕАЭС, тоже делятся своим суверенитетом. Выигрыш от этого более чем заметен. От интеграции выигрывают все. Это общеизвестный факт. И напротив, изолированная экономика обречена на гибель, считает вице-президент общественной организации «Инвестиционная Россия» Аркадий Амелин. По его мнению, интеграция – самый успешный сценарий для развивающихся стран со слабой экономикой. В противном случае экономический и политический вес государства снижается, и оно подвергается экспансии соседей. В случае с Таджикистаном и большинством других стран Центральной Азии – это Китай, которому эти страны уже должны сумму, равную собственному годовому ВВП. С этим согласен и Хаджа Махмад Умаров, приводящий как самый очевидный пример Европейский Союз, где контроль над государствами со стороны общего правительства намного обширнее и жестче, чем ЕАЭС. В итоге Таджикистан фактически выбирает между очевидными выгодами и необоснованным страхом оказаться в убытке. Россия на сегодня остается одним из главных торгово-экономических партнеров Таджикистана. В истекшем году товарооборот между нашими странами возрос на 9%. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.